научного сотрудника Сибирского отделения Российской академии наук, кандидата физико-математических наук, тема «Способ плавки железной руды из месторождений Центральной Якутии». Пожалуйста. Да нет. Спасибо. Добрый день, товарищи студенты. Я представляю Якутский центр Сибирского отделения Академии наук. Петров, мой соавтор Тавилов Александр Дмитриевич, он бывший инженер. Ну, если так, немножко откуда я, откуда мы. С отдела сварки металлургии, вот это нашего института сейчас пролетировало. Мы конкретно занимаемся, например, наша группа металлургии конкретно занимается двух направлениях. Это переплав лома. Мы доктор Якутии и в республике Саха-Якутия. Это первое направление. Второе направление. Мы уже начали где-то 10 назад использовать железную руду Якутии. Ну, в частности, мы Якутия, республика большая, мы в основном используем руды Центральной Якутии. Ну, цель, значит, самого наша работа — это экспериментальное исследование разработку сплава, способов легкого исследования, для чего сплава? Ну, исследуем характеристики, технологические свойства, и из этого, скажем, выходит задача, это разработка задания способов бесплавно использовать, в частности, руду, железную руду. Вторая задача — это создание, обоснование подходов для определения оптимального химического состава, то есть мы исследуем состав и, скажем, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики, варьируем режимом механической обработки. Ну вот, для изготовления, так, откуда мы берем, вот я сказал, центральная Якутия. Но это центральная Якутия, это на стыке 4 наших районов. Это Хангаласского, затем Алекнинского, Ангинского и Меганакангаласского. Вот здесь, наверное, все прекрасно знаете, есть приток Лены, это Ботума, ну, там люди сплавляют и так далее. И вот это, там есть месторождение сырца, это Ботумское месторождение. Затем там вот это Ирешки, Литенге и Банге, они берут исток с Хангаласского улуса, и они, как говорится, простираются через Меганакангаласский улус. А Мандурыче — это речка, впадающая в Амбу, а сама расположена на территории Алданского. Ну вот здесь та же самая карта, вот здесь она более, как говорится, конкретно, скажем, вот это я обвел кружками, где именно расположено месторождение железного руды. Ну, такой, как говорится, центральный. Ну вот начнем с этого состава, химического состава нашей руды. И это так, для ознакомления, наши якутские руды, не только центральные Якутии, но и по всей территории республики, чем они отличаются? Они сами по себе природно легированы.
Ну вот, посмотрите, почти вся система, как говорится, элементов Менделеева, как говорится, содержится в наших железных рудах. Вот, ну, например, вот это титан, ванадий, они очень полезны для улучшения эксплуатационных характеристик. Ну, я уже не говорю о других элементах. Зачем, чем богата наша руда якутская? Это шелестно-железные элементы и самые редкоземельные. Вот, например, вот три элемента. Ну, вы, наверное, знаете, это сплав первый, второй, третий, это куртан, полноты и состав верхний. Ну, в роли редкоземельных металлов, это в данной руке содержится серий, петроли, литрий, ну и так далее. Потом высшее служебельное, это начиная от бериллия, ну, кончая стронцием и так далее. Ну, они полезны для получения сплавов и стали с определенными, технологическими свойствами. Массовая доля составляет где-то от 200 до 500% масс в расплавленном сплаве. Строение металла так. Что они делают, вот эти элементы и строение? Это измельчает структуру, часто уменьшается размер зерна, который способствует повышению прочностных свойств. Ну, в частности, вискоз повышается. Например, сейчас у нас большая проблема стоит, в частности, перед акционерной компанией «Алмаз-Анбара». Там, например, очень быстро выходит из строя так называемые короткорыдателя бульдозера Камацу. Ну, сейчас, поскольку там объявленный банк в нашем городе, там приходится вот этой компании выходить как-то своим усилием. Еще дальше способствует естественному распределению оксидных включений. И вот касательно физико-механических свойств, повышается механическая характеристика, особенно в пластинцах ударной вязкой стали, снижается порог лопасти до 70. Ну, обычно порог лопасти для средних стали где-то 45-50 градусов, да? А при использовании электроземельных железных при добавлении, да, материал просто может достичь 70. Вот схема получения образцов и деталей плавкой инъекционной печи. У нас в институте имеется инъекционная печь. Вот я просто здесь, как говорится, схему привел. Это начинает исходное сырье, например, они бывают разные, лошади, детали, рабочих формах, затем мы их плавим, предварительно обработку. Да? Здесь добавляются плюсы, модификаторы, так называемые, то, что я сказал, РЗ, ЧЗ, природное регулирование местной руды, вот то, что я вам сейчас привел, где они расположены. Вот это вот такой схеме получается в индукционной печи. Получаем литье, затем литье заготовки, образцы. Ну вот это в дальнейшем как получается из данных материалов готовые. Ну, здесь примерно такая схема создания нового сплава на базе минеральной сырья руки. Ну, здесь более такой сжатой формы, начиная с прямого восстановления железной руды, получения киричного железа в виде ферросплава, затем добавляя
соответствующую шифту, ну, при этом там подвигаются термооборудование, в частности парковки, да, затем самое там процесс плавки шифты, искренне сплава, то есть определенные условия для получения сплава. Ну, вот я привел один из способов того, способы, говорят, технологии, говорят, ну, в данном случае, пусть назовем это способом выживать. Вот это, начиная от получения шифты, вот тут лишнее железо, так, затем самое, парковка та же самая, да, то, что я сказал, там очищение пересплава, здесь механическая обработка, то есть получаем металлошифту. Далее, скажем, ну, вот весь процесс я бегал, просто вам скажу, изготовление шифты загружается в горячий тигель, тигель предварительно, конечно, нагревается до определенной температуры. В качестве газа, скажем, мы пока используем пропан, в тигельной газовой печи. Газ подается под давлением определенным, так, режим процесса плавки. После начала загрузки шифты через 2,5-3 часа температура тигля достигает температуры плавления железа. Время выдержки где-то, ну, после того, как расплав достиг определенной температуры, там 1,5 часа выдержки, далее те самые, ну, постепенное снижение, по мере металлошифты присаживается сладообразующий материал, ну, в частности, вы все знаете, кварц, известь, шамот, ну и в зависимости от поставленной задачи, есть, как говорится, чередование этих материалов, ну, бывает, как говорится, по-разному. Далее приступает к процессу расчищения, то есть удаление от расплава металла, среднего в него кислород, удаляется кислород, он, как говорится, нежелателен для получения, как говорится, хорошего сплава. Затем, после расплавления шифты, сплав сливают, затем цели предохранения жидкого металла, он пока в жидком состоянии, поэтому могут попасть на поверхный слой расплавленного сплава, ну, всякие примеси, да, поэтому сладообразующую смесь добавляет сверху. То же самое известь, шамот, магнезит, ну, то, что, скажем, то, чем владеет, например, плавильщик. Затем доводит до требовательного состава, вот то, что я сказал, предыдущих слайдах, это путем добавления движущих элементов и модифицирующих добавки, так вот это электроземельные элементы. Затем полученный сплав разливается в соответствующую форму, да. Далее после остывания, ну там еще, вот здесь я пропустил, там, ну, мелкие такие работы, скажем так, механическая там сепарация, так далее. Потом производится механическая обработка. Так, в частности, при данном способе выработки из шифты весом, например, 1,5 килограмма получили где-то кило с лишним полезный продукт. КПД составило 73%, это является хорошим показателем. Ну вот, в частности, ну, это водопроявление кислоты, это недалеко, это где-то 30-й километр по есть речка Куклату, вот, оттуда, как говорится, выплавил такой кусочек нашего сплава. Ну, она все-таки такая структура равномерная. Затем вот этот сплав можно еще подвергать, ну, еще раз
раз переплаву в зависимости от поставленной задачи. Вот это здесь на рисунке 2 показана структура данного сплава. Это из разных, при разных увеличениях, из разных мест. Вот, то же самое касается образца. Взято то, что я привел. Здесь вот довольно таки высокая структура передельная. Ну, вот здесь мы совместно работаем с кафедрой физики металлов. Сейчас называется технологии сварки. Это северо-восточный наш институт. Вот здесь с нами работает вместе Тарасов, доцент кафедры, этой кафедры. Вот совместно с нами, например, что руды измельчаем до порошка, скажем, да? Затем методом водородного окисления получаем из руды такой уже очищенный порошок железа. Вот здесь перспективно такая, они в основном занимаются студентами, поэтому через квартовую емкость все это пропускается и получается самому, правда, производительность незначительна, но тем не менее для учебного процесса на кафедре проводятся вот такие работы. Вот здесь я привел технические инструкции для получения из центральной руки с добавлением модификаторов в основной ошибки. Вот здесь, например, РЗМ, количество, скажем, карбонатных элементов, вот это, когда я показывал термодинамический состав в титане и ванадии, да, они вот в таком количестве находятся газовые элементы, где-то до 600%. Это вполне достаточно, чтобы получить например, вот такой новый сплав с такими физико-механическими свойствами. Вот посмотрите, аналог его 130, тестированные стали 145, это соответствующая упаковка, там разные химические свойства, образцы наши, растяжение на ударной вязкости. Вот здесь, если так внимательно посмотреть, предел текучести, предел прочности, относительно удлинения, сужения, это значение ударной вязкости, а это твердость. Если так посмотреть внимательно, то они где-то процентов на 30 выше, чем наши тестированные стали. Ну вот здесь из разных то, что я сказал, это повторно я показываю, месторождения. Это из верхней образцы, скажем, на растяжение, это из месторождения Таракна, Полякинского русло. Вот и заключение, да, вот чем обладает такими химическими свойствами, суммарное содержание безземельных элементов, в частности, вот то, что я вам привел, это, например, 600%, образующие, это, например, титан образует вот такое химическое соединение ванадий, тоже образует в количестве до 80%, что ускоряет создание условий и скоррегировано для того настроения, для трубопровода с пониженным порогом возможностью. Второе. Проведенные опыты экспериментальной практики показали целесообразно использование железных
если уже появились центральные для изготовления услуг техники, тема сейчас стоит, я же сразу повторяю, самая большая проблема импортозамещения в связи с нашими политическими условиями. Спасибо за внимание. Спасибо. И от имени студентов нашего колледжа вот маленький подарочек. Это тепло рук наших студентов, сделанное руками наших студентов. Так, теперь спасибо. И на этом у нас лекции заканчиваются. У кого есть лотерейные билеты, значит, розыгрыш будет во сколько? 3:30, да? У кого есть лотерейные билеты. И до скоро совсем. Сейчас время сколько? 3 часа выход в Крипцы. Так называется тот камень, который утром в 10 часов там плавится. Кто видел, можете увидеть на улице, он прямо где мамонты, там плавится вот нашим традиционным методом руда. И из этой руды вот получается, что Крипца. Оно вот 3 часа выйдет, потом в 3:30 будет розыгрыш лотерейных билетов. Можете, парни, посмотреть, хотя бы один раз увидеть. Это очень редкое явление. Плавка вот именно железа традиционным методом на улице. Так, и по программе у нас лекционные занятия закончились. Все. До 3:30, кто, если не посетил мастер-классы, можете посетить мастер-классы, посмотреть выставки интересные, раритетные там.